Обещали, по-моему, насколько я помню, нет? То есть вы теперь уже как бы опасаетесь, чтобы Украина на вас не напала? Да, смещение целей войны мы наблюдаем. То есть сначала была денацификация, демилитаризация, потом, значит, там главная проблема это была Вавилонская блудница, потом она куда-то потерялась, эта женщина, никто ее не может найти. Значит, потом вот действительно, так сказать, на самом деле единственная и главная цель войны, она реально сместилась. Изначально была действительно вот идея захватить Украину, уничтожить ее, так сказать, уничтожить власть украинскую, ну и, собственно говоря, население. Потом, после того, как стало понятно, что эта цель недостижима, основной целью постепенно стало спасение жизни одного человека, Владимира Путина. Вот других целей у этой войны просто не осталось. Просто сказать это публично нельзя, потому что это странно выглядит. И оно наталкивает на другую мысль, а стоит ли это жизнь того, чтобы ради нее класть сотни тысяч других жизней. Но это единственная цель. Других целей нет. Ну а для того, чтобы закамуфлировать эту цель, вот выдвигаются такие вещи, что мы спасаемся, так сказать, от украинцев, украинцы собираются нас уничтожить, съесть живьем и так далее. То есть, вот этот вот бред сейчас несется. Ну и плюс еще, я бы сказал, что очень отчетливо проступает попытка придать этой войне такой религиозный характер. Я не случайно сказал о том, что Зеленский антихрист, как известно. Вот. Да, вот они пытаются придать этой войне религиозный характер. Это абсолютно бессмысленная затея по очень простой причине. Россия абсолютно не религиозная страна. Абсолютно. Все вот эти вот, кто стоит со свечками в храме, вчерашние отличники, значит, сдававшие на отлично курсы научного атеизма, это абсолютно неверующие люди. И, то есть они как бы на самом деле не верят. У них нет этого Бога в душе. Вот, поэтому это абсолютно бесполезная вещь. Но попытка такая есть, придать этому вот такой религиозный, мистический характер. Не случайно сейчас в российском телевизоре немножко начинает смещаться центр тяжести и, скажем, постепенно Соловьев, Скобеева, они чуть-чуть утрачивают свою популярность, на смену приходит Михалков со своим бесогоном, да, чертей гоняет по ночам, занимается таким делом. Приходит Малахов со своими мистиками, какими-то, так сказать, провидцами и так далее. То есть совершенно полное безумие, уже открытое мракобесие. Поэтому я думаю, что вот это вот смещение целей, смещение риторики, оно налицо. Это означает, что дело, конечно, идет к концу. Другое дело, что это путешествие к концу может затянуться, но надеемся, что ненадолго. Видите, но путешествие идет по где-то Черному морю, и сегодня вот Путин очень радовался тому, что новые территории, говорит, значимый результат для России. Правда, новых территорий он назвать не смог. Сказал только, что Азовское море стало внутренним морем России. Только при этом Черное море, где Россия была безусловной владычицей, что говорить, это же правда. Россия полностью хозяйничала на Черном море. Сейчас Черное море в значительной степени стало внутренним морем Турции и, как ни странно, Украины. Потому что та же самая Украина загнала российский Черноморский флот в Севастопольскую бухту, откуда этот самый великий и могучий флот, значит, не может носа высунуть. А наиболее мощная ударная группировка российских кораблей, значит, застенчиво толпится у входа в Черное море, в Средиземном море. То есть вообще, вот когда это было? Когда это было, что Россия фактически лишилась Черного моря? Можно, конечно, а что там радоваться на Азовском? У нас еще Каспийское море есть, Байкал еще есть пока, который является внутренним морем российским. Так что у России много причин для гордости. Территория большая, много мест, где действительно Россия хозяйничает полностью. Но вот если говорить о потерях серьезных,
то вот потеря Черного моря, это уже, вот это серьезно. Ну, просто сравнить, что такое Черное море и что такое Азовское море. Да, вот результат войны, если уж говорить объективно. При этом вы себе получили огромное количество санкций, нефтяное эмбарго, нефтью больше торговать морским путем нельзя, цена ограниченная на уровне $60, и все, что сказала Россия по этому поводу, а мы на ваши ограничения свои ограничения введем. Ну, на самом деле, мне кажется, я еще раз говорю, это моя частная точка зрения, мне кажется, что эти ограничения, потолок цен, он не очень существенный, потому что он достаточно высокий, и внутри этого потолка Россия может процветать, тем более, что этот потолок, в общем, может и не работать. Вообще, в целом, вот, понимаете, да, санкции – это хорошая штука, но это очень долгосрочная штука, и они... Ну, вот они точно войну не прекратят. Вот это точно совершенно. У меня в этом нет никаких сомнений, потому что в России не существует обратной связи между уровнем жизни людей и политикой российской власти. Ну вот я уже говорил, что Россия за всю свою историю ни разу не меняла власть на выборах. Такого не было. И вообще воздействие населения на власть, оно отсутствует практически полностью, ну, до определенных пределов. Поэтому санкции не существует механизмов, с помощью которых санкции могут прекратить войну. Да, это будет удар по экономике, да, это будет удар по военной промышленности, но удар... Россия большая, у нее большая инерция, и поэтому никакие санкции не заставят Путина прекратить воевать. Ну, как в том самом анекдоте: «А ты, сынок, будешь меньше есть». Когда, значит, сын спрашивает отца в связи с потерей работы, будет ли он меньше пить. Нет, я пить меньше не буду. Вот точно так же и Путин. Он меньше воевать не будет, просто россияне будут меньше есть.